Зеркала издревле окутаны мифами и легендами. Но больше всего удивляет не это, а мастерство наших предков, которые умело создавали миниатюрные украшения на небольших зеркальных поверхностях. Уместиться многие из них могли даже в самую маленькую сумку. Такое зеркальце хоть и не отражало так хорошо, как нынешние, но главную функцию выполняло. Тем более раньше у людей не было даже подобного. Смотрелись они в гладкую поверхность воды. Мы знаем, что когда люди раньше, вот наши предки строились, они строились почти около рек, озер. Ну почему? Потому что не было зеркала, и вот именно вода заменяла им зеркало. Первоначально они не знали, что такое, когда они смотрят в воду, видят свое отражение, они не знают, это что такое. Но постепенно они поняли, это свое отражение. Процесс изготовления бронзового зеркала был трудоемким. Расплавленную бронзу сначала заливали в специальную форму, а после изделия тщательно полировали, так, чтобы оно отражало солнечный свет. Позволить себе такое зеркальце могли только зажиточные люди. За ним приходилось тщательно ухаживать, особенно если оно имело сложный орнамент. И после остывания только потом начал наносить орнаменты. Орнаменты были разного вида. Были растительного вида, но больше встречались растительные виды, потому что именно наши предки, видя то, что было кругом им, они и то и рисовали. Рисовали полоску. И также они рисовали формы в виде зверя. Именно рисовали зверей, орнаменты людей. Но при этом уникальные орнаменты на средневековых украшениях имели не только декоративное значение, но и служили своеобразным оберегом. В те времена существовало немало суеверий, связанных с зеркалом. До принятия ислама были язычники, и они верили, что именно какой-то дух может сглазить их, войти в них, и чтобы себя оберечь, они носили с собой кулончики в виде зверей или человека, или наносили на зеркала, как, например, это зеркало. Здесь мы видим уникальные орнаменты в виде зверей, орлов, и они думали, что именно такие орнаменты, именно вот эти наносения, вот, их будет оберегать от злых духов. Сейчас здесь представлена лишь малая часть зеркал. В фонде музея их куда больше. Среди экспонатов можно увидеть изделия разного размера и назначения. Собирали их как работники музея, так и приносили люди со всей республики. Такой простой предмет, к примеру, занимал важное место в гардеробе средневековой ингушки, которая любила украшения. Говорят об этом и наряды девушек, их украшенные сумочки, курхарсы, бусы. Но использовали зеркала и с другими, более серьезными целями. Эти зеркала носили с собой воины. Они пришивали зеркало к колбу своему шлему или кольчуге. И именно отражение, вот это сверкание ослепляло врага глаза, и они выиграли бой. Посетить выставку и лично прикоснуться к наследию предков может каждый желающий. Это возможность заглянуть вглубь нашей истории, где большое внимание уделялось созданию истинных шедевров прикладного искусства. Мария Макеева, Сулейман Костоев, Магаз, 24.